Доброе утро, Якутия! Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. И сегодня мы, конечно, в течение нашего эфира сделаем ваше утро, постараемся сделать бодрым и подготовим вас к очередному рабочему дню. А также вначале хотелось бы, если у вас есть возможность, подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии» по QR-коду, который вы видите на своих экранах. Так, яркая одежда у нас с тобой есть, хорошее настроение есть. В ближайший час план есть, то есть мы поговорим о том, где уже праздничная атмосфера, какая везде погода, как вдохновиться Новым годом, создать новые традиции, поговорим о том, что такое семейные узы, и все это только у нас, поэтому никуда не переключайтесь, мы вас обязательно разбудим. Но прямо сейчас напоминаем, что говорят, что у погоды нет у природы нет плохой погоды, точнее. Я бы с этим немножко поспорила, я вот холода не очень люблю, но чтобы подготовиться к новому рабочему дню, с удовольствием вас познакомлю, что же на территории республики. Так, в центральных районах сегодня 27-36 ниже 0, в заречной группе 24-29 градусов холода, в южных минус 23, минус 29, в Вилюйской группе 38-43 со знаком минус, в Нижнеленских 30-35 градусов холода. В западных минус 35, минус 38, в Колымо-Индигирской группе улусов от 19 до 41 градуса мороза. В Янских 44-48 ниже 0, на северо-западе минус 38, минус 45. В столице в 6 часов утра температура составила 26 градусов со знаком минус, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем небольшой снег, ветер северо-восточный 1,5 метров в секунду, температура в Якутске будет минус 24, минус 26 градусов. Кстати, потеплело. Да, согласен. Вот кажется 2-3 градуса, а вот именно зимой это имеет прям колоссальное значение, когда ты выходишь и, правда, думаешь, скоро Новый год, и потеплело. И ждешь так, что первого на зажжение елки обязательно должно быть тепло. В Якутске с этим попроще, наверное, если видишь, что туман, значит холодно, если тумана нет, значит потеплело. А в столице нашей необъятной родины тем временем наступил звездный час главной зимней площадки страны на ВДНХ. Торжественно открылся самый большой и зрелищный каток Москвы. Это не просто ледяная площадка, а грандиозное пространство для настоящей зимней сказки. Каток раскинулся на площади свыше 20 тысяч квадратных метров. Это сравнимо с размерами 4 хоккейных полей. Его главная особенность – уникальный маршрут, который пролегает мимо знаковых павильонов выставки, создавая неповторимый архитектурный ансамбль. Катаясь по идеально гладкому льду, гости могут любоваться сверкающей вечерней иллюминацией, которая подсвечивает знаменитый фонтан «Дружбы народов» и исторические фасады. Но главное – это особая, ни с чем не сравнимая атмосфера. Воздух напоенный морозной свежестью, переливы праздничной музыки, всеобщее оживление и радость на лицах детей и взрослых. Здесь действительно можно поймать то самое чувство Нового года, ощутить его приближение всем сердцем. Это место, где создаются самые теплые зимние воспоминания, а катание на коньках становится настоящим праздником для всей семьи. Слушай, вот кадры просто потрясающие. Я всегда немножко завидовала центральным регионам страны, потому что вот у них есть возможность все вот эти забавы, как с открыток, знаешь, кататься на льду, играть в снежки, строить снеговика, воплотить в действительность, потому что у нас немножко с этим сложно. Нет, конечно, зиму должно что-то украшать обязательно. Хотя бы ваша улыбка, поэтому улыбайтесь, пожалуйста. А если жизнь на Марсе, уже неизвестно, когда появился этот вопрос, но в этот день, 54 года назад, советская космонавтика сделала еще один огромный шаг вперед. Впервые поверхности Марса достиг искусственный космический объект. Этим объектом стал спускаемый модуль советской автоматической межпланетной станции Марс-2. Проект был частично успешным, орбитальная часть проработала около 8 месяцев, а вот спускаемый аппарат, к сожалению, разбился при посадке. Но в любом случае это было настоящим прорывом и достижением советской космонавтики. Какие еще события произошли 27 ноября, мы узнаем прямо сейчас. На календаре 27 ноября. Сегодня День морской пехоты в России, День самозанятых, День оценщика и День профсоюзного работника в Республике Саха-Якутия. По народному календарю Филипповка – Заговение. На Руси после Филиппова дня начинался строгий рождественский пост. Заканчивались свадьбы и прочие шумные праздники. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям. Однако вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием. Девушки оставляли от ужина кусок говядины и клали его себе под подушку, зовя суженого заговеца. После этого во сне можно было увидеть будущего жениха.
Этот день в истории. В 1705 году издан указ Петра I о создании первого в России полка морских солдат. В 1730 году в этот день Сенатом издан указ о сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей. В 1888 году в Москве объявлен конкурс на лучший проект здания торговых рядов на Красной площади. Сегодня это ГУМ. В 1895-м Альфред Нобель подписал последний вариант знаменитого завещания. В 1922 году в денежном обращении Советской России появились новые банкноты – советские червонцы. В 1971 году в этот день впервые поверхности Марса достиг искусственный космический объект. В этот день родились Андерс Цельсий, шведский астроном, метеоролог, именем которого названа температурная шкала. Александр Варламов, русский композитор, автор известных романсов. Хаим Вейцман, первый президент государства Израиль, ученый. Канасуке Мацусита, японский бизнесмен, основатель корпорации Panasonic. Галина Польских, советская российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Брюс Ли, американский гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гаврил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор и Филипп. Легендарное «Болеро» Равеля – одно из самых загадочных и гипнотических произведений в мире балета. Уже в эти выходные Сахатеатр оперы и балета представит свою версию этого шедевра. Что скрывается за знаменитым ритмом и как его увидели якутские хореографы, узнавала наша коллега. Произведение Мариса Равеля, написанное в 1928 году, сегодня одно из самых узнаваемых в мире. Я уже постановку, естественно, увидел. Она очень яркая, магическая, гипнотическая. То, что касаемо оркестровых сложностей, у малого барабана, который играет от начала до конца, более 4000 ударов в этом произведении. Также очень сложные так называемые оркестровые трудности у тромбона, саксофонов, трубачей, валторны. Это произведение даже очень часто включается в концертные программы, потому что оно и отдельно очень интересное, яркое, самобытное. Но это произведение, наверное, можно узнать с 5, скажем, нот малого барабана, да? Очень популярное. Вкусно. Не опаздывайте уже. Давайте сильнее. Настроение меняем. Активнее все, прошу пойти. Зоя. Стопы. Автор якутской постановки «Болеро» – главный балетмейстер театра Екатерина Тайшина. Ее хореография требует от артистов не только техники, но и большого артистизма. Полный кайф, когда ты исполняешь не свою партию, а как бы от души отдаешь себя. Мне это нравится. По хореографии то, что сложно, то, что мало отдыхаешь, постоянно выходишь, выбегаешь, выходишь, выбегаешь. Сложно в тем, что поддержки не классические, а девушка всегда на руках. Мне кажется, что этим берет сложность. Даже на репетиции важно, чтобы у танцовщиц были надежно и, главное, в соответствии с образом уложены волосы. Они очень быстро двигаются, там акробатические номера, вот такие круговые, а там очень сложно, как крепить, как это не должно упасть. Насчет этого сложности есть. Постоянно меняем, потому что что-то не совпадает, или художнику не нравится, или постановщику не нравится. Вот все время вот так вместе работаем. В «Болеро» в сложный узор переплелись две линии – мужское и женское начало. Подчеркивают образы артистов, внутреннюю силу и накал страстей, яркие костюмы. Самое главное в костюме – это создание образа. Да? Вот. Поскольку это балет как бы бессюжетный, но там все равно есть история, есть своя драматургия, поэтому костюмы, они у нас тоже имеют как бы свое развитие, свою кульминацию. Вот. Несмотря на то, что по времени это достаточно небольшой спектакль, да, но по своему накалу страстей и вот по драматизму он, наверное, не уступает большому спектаклю. После премьеры «Болеро» покажут на гастролях во многих районах Якутии. Юлия Михайлова, Нюргун Старостин, «Утро Якутии». В
современном ритме жизни, когда каждый член семьи погружен в свои заботы и гаджеты, все сложнее становится найти время на настоящее живое общение друг с другом. Но там, где есть общее дело, творчество и совместные впечатления, рождается та самая особая семейная связь. Именно для этого создано сообщество «Родные любимые». В рамках движения первых, чтобы дать семьям пространство для современного роста, совместного, соответственно, роста. В прошлом году участниками проекта были наши сегодняшние гости Анна Петрова и ее дочь Надежда. Доброе утро. Доброе утро. Ну, честно говоря, что похоже на сестер скорее, чем родителей. Анна, Надежда, вспомните тот момент, когда вы решили, что вот мы идем на этот фестиваль. Что именно вас привлекло в проекте «Родные любимые»? Какие были первые ожидания от самого проекта, от участия в нем? Ну, в первую очередь, конечно же, нас очень привлекла программа, потому что программа была очень насыщенная, и как раз-таки то, что мы хотели, да, узнать, вот именно открыть для себя нового. Были приглашенные были приглашены такие гости, как Татьяна Васильевна Сабарайкина, психолог, мы знаем, да, и, конечно же, вот мастер-классы проводили, кулинарный мастер-класс Мария Столярчик, где мы, конечно же, очень хотели попасть. Это нас привлекло. Ну, вообще, фестиваль — это всегда много активности. Вот, может быть, какое совместное задание или мастер-класс, да, запомнился вам больше всего? И, может, вы открыли в себе или друг в друге что-то новое в этом процессе? Ну, больше всего мне запомнился именно кулинарный мастер-класс от Марии Столярчик. И, конечно, была профориентационная игра для детей, и отдельно для родителей была профориентационная лекция, беседа, где, конечно же, мы узнали, как мы можем направлять своих детей в выборе своих будущих профессий. Вы как-то определились с выбором? Да, определилась. То есть вам помогло это? И кем вы будете? Я буду лингвистом, переводчиком, работать с языками. Интересный такой выбор. Ну, очень современно. Но вообще ваше мнение о атмосфере фестиваля, да? Вот какая она, вот описать в нескольких словах? Атмосфера такая дружелюбная, конечно же, да, много всего интересного, как я уже сказала, было. И вот в рамках фестиваля был проведен такой конкурс «Мои семейные традиции», где, конечно же, принимали участие семьи, где мы ознакомились с традициями и вообще с изюминкой, вообще с каждой семьей. И вот промыслы, чем занимаются, вот, конечно, было очень интересно. Что вы демонстрировали? Мы проводили мастер-класс. Я сама вот занимаюсь созданием украшений из бисера, из натуральных камней. И, конечно же, мы представили выставку и мастер-классы проводили для семей и для детей. Что для вас было самым интересным на фестивале? И подчеркнули вы что-то у других участников и перенесли в свою повседневную жизнь? Ну, я бы хотела подчеркнуть, что в таких фестивалях очень заметна вот эта теплота семейная, вот наблюдать за другими людьми, смотреть, как налаживаются еще крепче отношения со своими родителями. Вот. Именно вот это мне больше всего нравится в таких мероприятиях, где участвую я со своими родителями. Что удалось перенести в повседневную жизнь? Ну, конечно же, вот... как сказала моя дочка, да, такая вот атмосфера теплая, дружелюбное отношение, и это, конечно же, передается нашим вот детям. Они, глядя на нас, все равно нас повторяют, и в будущем, я думаю, что когда они сами станут родителями, они все это будут как бы в своей жизни применять со своими детьми. Ну и, может быть, так как это ежегодное событие. Какой главный совет вы дали бы другим семьям, которые только раздумывают об участии в фестивале «Родные любимые»? Вот хочу обратиться, конечно же, к родителям, то, что такие мероприятия очень сплачивают семью прежде, да, и, конечно же, отношения выстраиваются. Вообще, это такая уникальная возможность для именно вот взаимодействия не только дома, да, со своим ребенком, но и вне дома, в школе, в таких мероприятиях. Конечно же, это, как говорю я, шанс, чтобы увидеть и рядом быть со своим ребенком. Но вы, как уже опытные участники, вот, может быть, что-то не хватило вам в прошлом фестивале? Есть, может быть, какие-то пожелания, например, организаторам? Да. Нет, очень для первого раза вообще хорошо. И
мы же с Хангаласского улуса, и вообще Покровск, Хангаласский улус, как бы на миг немножко вот такой прямо активный стал, да, скажем. И буквально вот 14 декабря хочу обратиться к жителям республики. Тоже состоится уже региональный уже такой фестиваль «Родные, любимые». Пожалуйста, приезжайте и принимайте активное участие. Мы там тоже будем. Мы будем проводить с моей дочкой мастер-класс. Пожалуйста, всех приглашаем. Спасибо большое. Ну, а в целом, вот, допустим, в вашей семье есть какие-то Особенные, да, традиции, которыми вы хотели поделиться? Мы точно знаем, что вы что-то мастерите всегда вместе. Да. Вот к Новому году, может быть, что-то тоже есть, какая-то традиция. Ну, конечно же, прежде это семейные такие теплые вечера, да, и, конечно, когда вот собирается теплый такой круг семьи, это и есть традиции. Ну и, конечно же, ежегодно мы отмечаем день рождения семьи, это тоже такая дата для нас, для нашей семьи. Ну и ну, такие вот выезд на природу. У вас какие традиции? Ну, Детские? прям обыденные, скорее всего, вот совместный просмотр фильмов. Вот под Новый год это чаще всего происходит. Друг другу такие вот приятные вещи, комплименты, иногда подарки даже. Сюрпризы. Да. Сюрпризы. И готовка, конечно, кулинарные вместе. Отлично. Ну, мы желаем вам успехов и, конечно, Успешного проведения мастер-класса, и чтобы в вашей жизни было еще больше активности, которую вы с нами с удовольствием поделитесь. Спасибо большое. Спасибо. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы хотели бы с огромным удовольствием передать слово нашим коллегам из блока новостей. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Накануне на пленарном заседании Госсобрания Илтумен народные депутаты во втором чтении приняли проект закона о госбюджете республики. Как отметил глава региона Айсан Николаев, документ формировался в непростых условиях, однако парламент и правительство провели большую согласительную работу. Главное, бюджет остается социально ориентированным. Так, общий объем расходов на 2026 год составляет 349,7 миллиардов рублей. Половина средств, причем, как правило, направляется на здравоохранение, образование и соцзащиту. Ко второму чтению республика получила из федеральной казны дополнительные 28 миллиардов рублей, что позволило укрепить ключевые направления и обеспечить устойчивость бюджета на следующий год. В части транспортного комплекса отличительной особенностью является то, что сегодня в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного нашим президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, предусмотрено в трехлетнем периоде и отражено поступление федеральных средств на строительство Ленского моста в размере более 41 миллиарда рублей. Далее хотелось бы отметить, что также отличительной особенностью стало, что предусмотрены на трехлетний период порядка 400 миллионов рублей для приобретения и обновления общественного транспорта. Оперативный штаб республики продолжает работу по дополнительному обеспечению снаряжением участников специальной военной операции из Якутии. Опорные пункты продолжают системную работу по снабжению военнослужащих. Накануне в территориальные опорные пункты был доставлен очередной груз гуманитарной помощи, собранной предприятиями, организациями, населениями республики для передачи военнослужащим в зону проведения СВО. В первой декаде декабря возобновится отправка гуманитарных грузов, адресных посылок, транспортных средств в зону специальной военной операции. С начала 2025 года транспортными компаниями по маршруту Якутск-Новоазовск было выполнено 39 рейсов, доставивших 128 единиц транспортных средств. Мероприятия по дополнительному обеспечению участников специальной военной операции снаряжением и оснащением продолжаются. Россия взяла курс на углеродную нейтральность. В Якутске стартовал 6-й Северный форум по устойчивому развитию. В центре стола передовые практики компании «Алроса», подходы по формированию региональных моделей климатического регулирования, меры для решения климатических задач совместными усилиями власти и бизнеса. Помимо этого, в числе тем участники форума обсудят практики промышленных и энергетических компаний, ключевые векторы низкоуглеродного развития, переход на более экологичные виды топлива, сохранение, восстановление, адаптация лесов к изменениям климата и борьба с лесными пожарами.
Расскажем о климатическом проекте углеродонейтральности, который мы подтвердили в этом году и заявили на Питерском экономическом форуме. В том числе предвестником сегодняшнего мероприятия была встреча совместно с климатическим партнерством и глобальным договором ООН, где эксперты, которые присутствовали непосредственно в Бразилии в этом году на 30-й конференции КОП, и они рассказывали, делились с нашим сообществом совместно с экспертами Алроса о том, каковы же итоги. Администрация Ленска объявила акцию ко Дню матери России, которая отмечается в это воскресенье. Личане, кто давно мечтал сделать необычный подарок маме в этот день, могут рассказать всему городу о том, как ее любят, поделившись теплыми словами и воспоминаниями, поблагодарить ее. Ну а самые душевные и трогательные послания будут опубликованы в телеграм-канале города и на сайте администрации города. Для участия нужно заполнить простую заявку, а украсить послание любимой маме можно фотографией с ней. Мы вдохновились опытом других городов, где подобные акции уже проводятся, и решили, что это будет отличный способ выразить свою любовь самым дорогим людям, мамам. Акцию мы запустили на прошлой неделе, уже отобрали самых активных, и это 9 человек у нас, и видим активный отклик от жителей. Люди с удовольствием делятся своими историями и фотографиями, что не может не радовать. Наверное, это говорит о том, что акция нашла отклик в сердцах горожан и действительно важна для них. Мы продолжаем делиться новостями. Вот представьте, в процессе обучения так здорово иметь возможность задать вопросы и получить интересные ответы, которые мотивируют учиться. Дорогие друзья, признавайтесь, вы читаете состав продуктов, когда покупаете их в магазине? А задумывались ли, как работает стиральный порошок или почему уксус так хорошо справляется с накипью? Но все это химия в нашей повседневной жизни. Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Спроси учителя». Сегодня гость учитель химии, который просто и понятно объяснит, как наука делает нашу жизнь удобнее и безопаснее. А вы когда-нибудь задумывались, из чего состоит наш мир? Воздух, которым мы дышим, и вода, которую мы пьем, даже мы сами. Всем здравствуйте! Я Валентина Варламова, и сегодня в нашем проекте «Спроси учителя» мы поговорим о предмете, без которого невозможно ни одно производство, ни одно открытие и даже сама природа. О химии. Сегодня у нас в гостях учитель химии и биологии Арктической гимназии Булунского района Наталья Серафимовна Шагланова. Наталья Серафимовна, мы в данном случае получили по-настоящему реактивные вопросы. И внимание на Максима, наш первый вопрос. Здравствуйте, меня зовут Сергеев Максим, ученик 8 В класса Мирёмской средней школы номер 1 у Салданского улуса. Скажите, пожалуйста, а химия может объяснить, почему сладости такие вкусные? Максим, здравствуй. Да, действительно, многие сладкие вещества действительно очень вкусные. Это конфеты, наши печенье, потому что в их состав входят углеводы. Особенно сладкий вкус имеют моносахариды, это глюкоза, и дисахариды, сахароза. Оказывается, на нашем языке имеются рецепторы, так называемые, которые называются вкусовые рецепторы. И это нервное окончание, которое воспринимает различные чувствительные компоненты. И с помощью чувствительных нервов сигнал от наших этих рецепторов языка попадает в головной мозг. И головной мозг признает, какие продукты у нас являются сладкими, горькими или кислыми. Так что здесь мы можем сказать, наша наука химия связывается с биологией. Наталья Серафимовна, перейдем ко второму вопросу. Здравствуйте, я Константин Харсен. Я ученик 7 А класса Национальной политехнической среднеобразовательной школы номер 2. Мне вот интересно, можно ли сделать зелье как в сказках, только по-настоящему, с помощью химии?
Каждое вещество имеет свой химический состав, свою химическую формулу. И чтобы какое-то зелье изготовить, ну это, я понимаю, жидкость какая-нибудь, да, тебе, конечно, нужно овладеть какими-то химическими знаниями. Еще во многих сказках, ты знаешь, действительно были вещества, которые продлевали жизнь, кого-то колдовали, в любви кого-то там призывали. И раньше, конечно, использовали различные растения для того, чтобы ну, как-то какое-то зелье изготовить. Это были вещества некоторые ядовитые, которые содержатся в растениях, например, в послене черном, в валерьяне и так далее. Наталья Серафимовна, благодарим вас за ваши ценные объяснения. А вы, ребята, помните слова великого нашего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова: «Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие». Сомнений нет, что это так. Ну а сегодня мы еще поговорим о том, как многофункциональный центр, давно ставший для нас всех надежным помощником в получении госуслуг, продолжает активно развиваться. Мы узнаем о новых сервисах, которые помогут защититься от мошенников, поговорим о том, как получить помощь в цифровом пространстве и решить вопросы дистанционно. Об этом нам расскажет начальник клиентской службы города Якутска, центра «Мои документы» Александра Наговицына. Доброе утро. Доброе утро. Александра, ну не секрет, что через МФЦ обращается большое количество граждан по различным вопросам, ну, начиная от рождения ребенка и до регистрации дома. Расскажите, какие еще есть полезные сервисы для граждан, которые можно получить на базе вашего центра? Да, помимо основных услуг, МФЦ помогает бороться с мошенниками. Например, на сегодня можно установить 2 вида самозапрета. Одной из популярных услуг среди населения является установление самозапрета на получение кредита. Напомню, что с марта 2025 года любой гражданин может установить самозапрет на заключение договоров на получение кредита в банках или микрокредитных организациях. Эта мера позволяет защититься от того, что мошенники могут заключить от вашего имени договоры на получение займов и кредитов, воспользовавшись украденными персональными данными. Ну и это сейчас, когда мошенники придумывают новые схемы мошенничества, такая мера является приоритетным. На сегодняшний день было подано более 87 тысяч электронных заявлений по данной услуге на всей территории Якутии. И с 1 сентября появилась новая услуга, это установление самозапрета на оформление SIM-карт. Эта услуга позволяет, защищает от того, что мошенники могут украсть ваши персональные данные, купить на них сим-карты и воспользоваться ими для своих целей. Данную услугу может оформить любой гражданин на себя, на ребенка от 14 до 18 лет, на недееспособного гражданина или ограниченно дееспособного гражданина. Сейчас уже операторы при продаже сим-карт проверяют на наличие самозапрета, стоит самозапрет или нет. Насколько это может помочь в том случае, если вот мошенники сейчас часто звонят по телефону, и люди как бы самостоятельно реально дают согласие на получение кредита? То есть там же есть период охлаждения, получается. То есть вы не можете взять кредит, даже если вы это делаете самостоятельно. Получается, установление самозапрета, он действует на следующий день, когда ваши заявления попадают уже в бюро кредитных организаций. И для того, чтобы его снять обратно, тоже нужно какое-то время. Чтобы снять, получается, запрет, нужно написать заявление, и тут уже 2 дня. Вот 2 дня дается именно как период охлаждения. Отлично же, то есть когда человек тоже попадает под влияние, можно 2 дня как раз переждать и передумать. А можете поподробнее рассказать про сектор пользовательского сопровождения? Да, вот с 2022 года МФЦ организован сектор пользовательского сопровождения. В секторах пользовательского сопровождения могут обратиться граждане, которые испытывают сложности при подаче заявления в электронном виде. Наши сотрудники оказывают консультационную и методологическую помощь при подаче заявлений.
через государственный портал госуслуги и региональный портал Якутия, а также на официальных сайтах государственных ведомств, например, Росреестра. Сектора пользовательского сопровождения у нас есть в 7 отделениях центра «Мои документы», а также в отделении городского округа Жатай и в 20 районных отделениях. И узнать, где, есть ли у вас, в вашем районе сектор пользовательского сопровождения, можно на нашем официальном портале mfc-saha.ru. А какие есть еще полезные сервисы на вашем портале? На нашем портале есть множество различных сервисов. Одно из наиболее популярных среди населения является, это, конечно же, возможность предварительной записи на все цели обращения. То есть можно записаться предварительно на подачу документов, на устную консультацию, также вот сектор пользовательского сопровождения. А также можно узнать статус уже поданного обращения, заказать обратную связь. Но помимо и вот этих сервисов мы собрали полезные инструкции, информацию по жизненным ситуациям, таким как дальневосточный гектар. У нас есть инструкции, как подать заявление о специальной военной операции и также вот меры поддержки семей с детьми. Также вот есть калькулятор субсидий на оплату ЖКУ. Кстати, сейчас вспомнил, что мне нужно до 22 декабря поменять паспорт. Это можно тоже у вас сделать, да? Да, конечно. Все, обязательно теперь не забуду. А как получить услуги, если человек по каким-то причинам не может посетить отделение? Как ранее уже говорила, что все государственные и муниципальные услуги предоставляются в электронном виде через портал госуслуги или Якутия, региональный портал. А также можно получить устную консультацию, обратившись в наш региональный центр телефонного обслуживания по номеру 8 800 100 ровно 22 16. А также есть заказ обратной связи через официальный портал mfc-saha.ru и чат. Также у нас есть официальные каналы в социальных сетях, где наши сотрудники отвечают на поступающие вопросы. У нас есть официальные каналы в мессенджерах, получается, Telegram, ВКонтакте и Одноклассники. То есть можно добраться до многофункционального центра любым возможным способом. Спасибо большое, очень интересно. Узнали про все возможные сервисы. Ну и, конечно, с удовольствием посетим. Вот Руслан уже причину посещения нашел. Через сайт запишусь и приду. Конечно. Спасибо большое. Спасибо, до новых встреч. Знаете, какой самый эффективный утренний ритуал у многих успешных людей? Это не обязательно бег или холодный душ. Это йога. Всего несколько минут в день помогают не просто проснуться, а навести порядок в мыслях, снять тревожность, которая часто копится с утра. Сегодня мы покажем вам простой и эффективный комплекс, для которого не нужна специальная подготовка. Это инвестиция в ваше спокойствие и продуктивность на весь день. Всем доброе утро! Предлагаю вам сделать упражнение из йоги, и для этого нам понадобится стена. Предлагаю прямо сейчас встать у стены, отмерить расстояние в одну руку, правую ножку развернуть к стене, левой ножкой отшагнуть подальше от стены, сделать большой шаг назад. Правая ножка развернута к стене, левая ножка немножко заворачивается вовнутрь. Вытягиваемся правой ручкой и касаемся стены. Вытягиваемся к правой ножке. А грудной клеткой разворачиваемся к потолку. Здесь мы почувствуем легкое вытяжение в боку. Вытягивается позвоночник. За макушкой тянемся по диагонали к потолку. Делаем хороший вдох. А выдох. Продолжаем вытягиваться. Отлично. Возвращаемся. Сделаем на другую сторону. Следующее упражнение посложнее, но вам точно понравится. Для этого выходим в собачку мордой вниз. Пяточками касаемся стены или плинтуса. Ручками выталкиваем себя к бедрам. Низом живота тянемся к бедрам. Левую ножку ставим чуть по центру. Правую ножку вытягиваем вверх по стене. Здесь есть два положения. Либо с согнутым коленом, либо с прямым. С прямым будет чуть посложнее. Можно попробовать и так, и так. Если сгибаем колено, то вытягивая правую ножку, вытягиваемся и грудной клеткой к полу. Лицом тянемся тоже к полу. Вдох. И с выдохом возвращаем правую ножку по центру. То же самое делаем с левой ногой.
Вытягиваем левую ножку вверх. Сгибаем правую коленку, вдох. С выдохом тянемся грудной клеткой к полу, выдох. Отлично. Затем то же самое упражнение, но в динамике. То есть поднимаем правую ножку вверх, делаем вдох. И с выдохом подтягиваем ножку к грудной клетке, выдох. И вдох. И выдох, подтягиваем к грудной клетке. То же самое на другую сторону. Вдох, выдох, подтянули. Носочек вытягиваем и вдох. Отлично, подтянули. Выдох. Это очень важное упражнение и полезное для здоровья тазобедренных суставов и коленей. Здесь очень важно сесть ровно и прямо, вытянуться вверх по стене. Желательно сидеть у стены. За макушкой вытягиваемся по стене. Ставим ручки в замочек с пальчиков рук, делаем вдох. С выдохом поднимаем ручки вверх, опускаем вниз, выдох. Снова делаем вдох. Выдох, опускаем вниз. Ручки убираем за голову. Снова делаем вдох. С выдохом наклоны по стене в правую сторону. Вытягиваем левый бок. Вдох. С выдохом возвращаемся. Опускаемся в левую сторону. Тянем локоть к потолку. Вдох. С выдохом возвращаемся по центру. Укладываем ручки на бедра. И можно легко промассировать зону бедер, чтобы не резко, но опускать их ближе к полу. Стараемся прижимать пальцы ног и пятки друг к другу. Благодарю вас за практику. Встретимся в следующем эфире. Ну а мы продолжаем утреннюю бодрую тему. Если зарядка — это про тонус для тела, то цирк — это про энергию и грацию движений. В эфире как раз празднуют 45-летие цирковой студии «Веселая арена». Подробности в следующем сюжете. 45 лет назад в Уснере была создана цирковая студия. Благодаря профессиональным артистам цирка, приехавшим работать, «Веселая арена», такое название придумали участники цирковой студии, быстро завоевала любовь зрителей. Цирковые номера в исполнении детей и подростков, по мнению зрителей, нисколько не отличались от выступлений настоящих артистов. Я люблю этот момент, я люблю сцену, я люблю зрителя, я люблю контакт ловить со зрителем. Как будто и не было этих 45 лет, как будто это было вчера. А как было вчера? Здорово, отлично. Достигали каких-то высот, стремились к чему-то, к самому лучшему. Это было вчера. Наш первый коллектив сколько человек? Наш первый коллектив был «Дети детского дома». Это свыше 45 человек. Второй коллектив, уже второе поколение, свыше 60 человек. У нас было 4 группы. Самая маленькая группа была, это пятилетки, с которыми я занималась. У нас дети были от 5 лет и до 45. Это вам пример Александр Стивков. А ему, конечно, сказать огромное спасибо и большое спасибо, что он не бросил все это, продолжал, как бы там ни было, 3 человека, 5 человек, в силу он стремился, это держал, какими там силами. Ну, в общем, он молодец, что это все каким-то образом, но сохранил это. Сегодня народная цирковая студия «Веселая арена» продолжает радовать жителей поселка и республики. Ребята с удовольствием занимаются и участвуют во всех представлениях. Регулярно защищают звание народного. Ну, я начала ходить недавно, с 7 лет уже хожу. Мне цирк очень нравится. Я бы хотела научиться катушке, хотя я уже выступала, но я отвыкла от них и хочу заново научиться катушке, ну и много чего там, антиподы тоже. Я занимаюсь бой, гимнастика, тарелочки и все. Мне очень нравится. Ну, я в цирк хожу с 7 лет, много раз уже выступала, защищала цирк много раз. Ездила в Якутск, я показываю катушки.
хотела бы научиться тарелочкам получше делать трюки и антиподам. И мне очень нравится заниматься. Мне очень нравится заниматься гимнастикой и тарелочкой. Александр Васильевич строгий? Нет. А как он вас учит? Он показывает, как встать правильно или как сделать какой-то трюк. Это все подробно рассказывает, делает нам картинки под номер, чтобы мы понимали лучше. Дает нам упражнения, с которыми мы больше выступаем и лучше. В день празднования 45-летия со дня создания «Веселой арены» на сцену пригласили ветеранов студии, живущих и работающих в поселке. Все от души радовались этой встрече и с удовольствием разделили празднование юбилея цирковой студии. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Куснера. Очень такие яркие, да, красивые костюмы. Я думаю, что детям в первую очередь это дает такое вдохновение чем-то заниматься, а потом уже, конечно, необходимые навыки, которые развивают физически. Но вообще жизнь неотрывна от моды. Кстати, вот, если переходить о зимней моде, что ты думаешь о вот ярких эко-шубах? Насколько это актуально в нашем регионе? Именно эко-шуба? Именно эко-шуба. Ну, на самом деле, так особо я в этом не разбираюсь, но я так думаю, если шубу берут обычно на выход, да, она должна быть такая красивая и, скорее всего, натуральная, да, чтобы показать статусность или еще что-то, сходить в ресторан или в театр. Эко-шуба — это, наверное, что-то более про повседневное, правильно? Ну, я вообще считаю, что это на все случаи жизни. Ну, и давайте в этом убедимся вместе в нашей постоянной рубрике. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист, и это рубрика «Рекомендации от стилиста». Вы уже заметили, что очень сильно потеплело. Я думаю, у каждого закралась мысль в голове, а что дальше? Что же мне носить? Как же мне классно выглядеть? Как стилист, конечно, я рекомендую продолжать носить меховые изделия, потому что они невероятно актуальны. Ну а как же найти оптимальное решение меховых изделий и при этом сэкономить? Сегодня об этом мы как раз с вами поговорим, потому что есть отличное решение. Это эко-шубы, которые имитируют наш с вами любимый мех, но при этом выглядят также красиво, дорого и стильно. Именно светлый оттенок всегда здорово подсвечивает лицо, добавляет молодости и свежести на каждый день. Не забываем, что мы с вами носим верхнюю одежду 80% всей своей жизни, представляете? Поэтому именно шуб в гардеробе должно быть много для того, чтобы они не успевали вам надоесть. Конечно, после теплой куртки и огромных объемных теплых штанов хочется красоты. И, конечно, именно в такой шубе можно чувствовать себя как в настоящем зимнем платье и быть самой красивой. Ну, на самом деле, фраза «шуб в гардеробе должно быть очень много», это, наверное, не про натуральный мех. Все-таки эко-шуба, наверное, это позволяет, да, сделать? Ну, эко-шуба, это, наверное, для тебя все-таки в бюджете позволяет это больше сделать. Ну и самое главное, смотри, какие яркие оттенки. Ты говоришь, в театр пойти. Ну вот, чем не поход в театр. Но если вам не запомнится, по крайней мере, кто-то из исполнения труппы, то вам, может быть, запомнится кто-то в гардеробе. Ну, а может быть, работа дирижера. Кстати, я думаю, что профессия дирижера — это такая творческая, да, больше тема, потому что, например, только человек, который именно любит вот этот сам процесс, может стать хорошим дирижером. Ну, мне кажется, вообще это уникальная профессия. Кто не знаком с ней близко, как и мы, с удовольствием, наверное, посмотрит нашу постоянную рубрику. Меня зовут Николай Пикутский, я являюсь дирижером Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия, доцентом кафедры музыкального искусства Арктического государственного института культуры и искусств. В детстве я наблюдал за симфоническими оркестрами по телевизору, слушал записи по радио, наблюдал за тем, что делает дирижер. Мне было это интересно, но такой мечты в детстве не было. В детстве были другие заботы. Это ежедневная музыкальная школа,
среднеобразовательная школа и, конечно же, дворовый футбол. К дирижированию я пришел позже, когда закончил первое высшее музыкальное образование. Мне стал интересовать оркестр. Первоначально это был оркестр народных инструментов. Начиная работать в институте, я начал интересоваться театром, оперы, балета. И, конечно же, меня начал интересовать симфонический оркестр. Я ходил на репетиции к дирижерам, действующим в то время, приглашенным дирижерам. Меня все это больше и больше поглощало. И как-то мне директор театра сказал: езжай, поступай, и тогда у тебя будет возможность соприкасаться, стоять за пультом симфонического оркестра. Я поставил себе цель, поступил в Нижегородскую консерваторию. И уже с того момента я уже 19 лет работаю в театре оперы и балета и 25 лет в Арктическом государственном институте культуры и искусств. Когда я стал дирижером, я понял, что нет лучше инструмента, чем оркестр, симфонический оркестр. И когда ты соприкасаешься с такими великими творениями, как «Щелкунчик» Чайковского или «Богема» Пучини, нет ничего лучше. За это я люблю свою профессию. Да, конечно, профессия дирижера, она очень сложная. В ней сложности хоть отбавляй. К этой профессии надо долго-долго идти. Но и главное учиться. И очень много упорно работать с самого детства, с музыкальной школы. Надо научиться сначала играть на каком-то инструменте, или петь, или стать хоровым дирижером, или пианистом, или скрипачом, или баянистом. Закончить по этому инструменту высшее образование, а потом уже поступить уже именно конкретно в консерваторию на оперу симфонического дирижера. Тут главное очень много работать, познавать и учиться. Ну и, конечно, надо иметь желание, огромное желание и терпение. Когда ты стоишь за пультом, твоя задача объединить в единый ансамбль и оркестр, и хор, и солистов, и балет. А очень часто, когда получается, что оркестр не слышит, к примеру, солистов в яме, или хор, или наоборот, они не слышат плохо оркестра. И тут мастерство дирижера все это объединить в единый ансамбль. И еще главное, в этих условиях ты должен создавать музыку и всех вдохновлять. Если все это получается, если у тебя хорошая отдача от зрителей, ты чувствуешь, да, зрители воспринимают каждый твой шаг, они тебя чувствуют. И ты вдохновляешь артистов и оркестра, и солистов, и хор, и у тебя отдача – это самые счастливые моменты, когда ты получаешь результат. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. В Сотинском наследию Салданского района за 2 года к автономному газообеспечению подключили 25 частных секторов. Пилотный проект заработал по линии Министерства промышленности и геологии республики с софинансированием с регионального, улусного и наследного бюджетов в качестве субсидии для подключающихся. Первую зиму жители перенесли в теплоте и уюте. Размер субсидии 400 тысяч рублей. А люди сами платят 200 тысяч рублей. В общей сложности подключение к автономному газовому сети получается 600 тысяч рублей. Такая субсидия для жителей села очень хорошая подмога. Центр «Воин» в этом году отметит 3-летие со дня основания и начала работы на территории страны. Сейчас он представлен в 21 регионе. В Якутии его филиал был создан в апреле 24-го. Инструкторы центра – ветераны и опытные бойцы, прибывшие из зоны проведения СВО. Сотрудники филиала работают как с молодежью, так и помогают в обучении и тренировке тех, кто решил встать на защиту Родины. Так, филиал центра «Воин» тесно сотрудничает с центром «Ботур». Инструкторы обучают тактической медицине, огневой, инженерной и физической подготовке. Возможно, стрельба до 190 метров. Через нас уже прошли достаточно много курсантов, около 1500 примерно, но по подписанным контрактам уже около 2000. У нас постоянное взаимодействие с ними. Инструктора центра «Воин» – это бойцы нашего подразделения, тоже ветераны нашего подразделения якутского батальона. И, скажем так, наши старшие братья, они приходят к нам, обучают ребят.
Научно-практическая конференция посвящена вопросам, которые насущны для работы районных больниц и их подразделений в целом в республике и регионе. Рассматривались такие вопросы, которые именно будут способствовать сохранению здоровья людей, продлению активной и здоровой жизни населения. Все эти вопросы рассматривались с медицинской точки зрения, а также общественности и внедрения корпоративных программ для укрепления здоровья, формирования культуры среды, где человек живет и работает. Кроме практической конференции, организовали и выставку, представляющую все эпохи формирования Нюрбинской районной больницы от истоков и до нынешнего времени. Как это интересно, и визуально интересно, и по смыслу очень важно. Они прошлое, они настоящее, не будущее показали свое, да, то есть, и это такое, знаете, чувствуется и уважение к прошлому большое, потому что, медицина прошлого и медицина сейчас, большая разница, казалось бы, но нельзя забывать и тот подвиг, и те достижения, которые стали основой для сегодняшнего дня. И вот насколько они с любовью, кажется, с какой гордостью они это очень интересно, очень красиво и очень, прямо я с восхищением. В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» ювелирный дом КРГ распахнул свои двери, предлагая посетителям уникальное погружение в мир драгоценностей. Экспозиция «Лучшие украшения России» демонстрирует сверкающие работы ведущих отечественных брендов, включая Максим Демидов и Ринга, представляя вершину современного ювелирного искусства. Параллельно работают музеи нагрудных украшений народов мира, где собраны исторические коллекции и копии, датируемые с XII века до наших дней. Эти экспонаты, привезенные из разных уголков планеты, от славянских земель до Азии, раскрывают удивительную схожесть культурных символов и сакрального назначения. Здесь можно лицезреть именно сходство всех народов в том плане, что у всех закрывается солнечное сплетение, чакры на руках, и головной убор, гривны. Они очень все похожи, именно созвучно с нашими народными промыслами, да, якутскими украшениями. Вообще можно сказать, что орнаментальное искусство якутов и вообще древних народов мира, они все очень созвучны и схожи в плане сакральности, смыслов. Это все можно лицезреть у нас в музее. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Но тем, кто только что к нам присоединился, желаем доброго утра и отличного настроения. Ну а с планами на предстоящие выходные по традиции, традиционно по четвергам, нам поможет наша рубрика «Киноафиша». Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Героическую кинокартину о самоотверженности и силе духа «Есть только миг». Как видимость, товарищ Поливанов? События в картине происходят в 1944 году. Война движется на запад. После тяжелого ранения летчик-истребитель Иван Поливанов назначается начальником ложного аэродрома, бутафорского сооружения для отвлечения врага. Идеалист Поливанов совершенствует макет и влюбляется в рядовую Любу Веселкину и находит друзей среди сослуживцев. Обнаружив в лесу разбитый МиГ механика Мурашкина, Поливанов уговаривает старшину восстановить самолет. Это его шанс вернуться в небо, проявить героизм и обрести счастье. Летать хотите? Тагаси, ты реально весь мир покоришь! Экранизация уникальной спортивной манги «100-метровка». С технической стороны проект создавался несколько лет и с помощью сложных анимационных технологий. Круто! Есть в мире, которым 100-метровка угробила всю жизнь. По сюжету Тагаси – талантливый бегун, которому нет равных в спринте. Все меняется с появлением Комии – упорного новичка, без техники, но с железной волей. Их дружба постепенно превращается в соперничество. А спустя годы они вновь встречаются на старте, чтобы выяснить, кто действительно быстрее. Мое настоящее. 100-метровка. Популярные якутские вайнеры Владимир Тимофеев, Иннокентий Хабуев и Виталий Щукин, чьи смешные видеоролики и их придуманные персонажи стали по-настоящему народными, в этом году празднуют десятилетие творческого объединения. Парни решили отметить это событие тем, что они любят, безудержным весельем и новой киноработой «КСБ. Как стать боссом».
По сюжету двое друзей, устав от безденежья и работы в найме, решают изменить свою судьбу. Однако жизнь вносит неожиданные коррективы. Курьеру и повару предстоит изображать наследников криминального босса. От того, насколько хорошо они справятся с этой задачей, зависит их будущее. Мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Постала. Аку. И мы переносимся в Поднебесную. На склонах горы Цинзю в китайском округе Нанин раскинулся настоящий райский сад, где пышным цветом украшают ландшафт тысячи бугенвилей. Это живописное место привлекает множество путешественников, желающих своими глазами увидеть море ярких красок. С высоты птичьего полета, снятые с дрона, открываются захватывающие виды, извилистые аллеи, утопающие в пышных кустах, всех оттенках розового, оранжевого и белоснежного. Гости неспешно прогуливаются среди этого великолепия, делая памятные фотографии. Цветение бугенвиллии здесь продолжается с середины осени и до начала зимы. Сад занимает обширную территорию в 22 гектара, где высажено более 150 тысяч этих растений. Недавнее расширение площади сада позволило значительно увеличить поток гостей, желающих насладиться этим уникальным зрелищем. Да, действительно красивое зрелище. Очень красиво. Ну и очень приятно, что мы заканчиваем именно такими кадрами. Да, чудесные кадры. Надеюсь, у вас еще больше поднялось настроение. До завтра, хорошего настроения и начинайте каждое утро вместе с нами. Желаем бодрого, отличного, продуктивного дня. Пока.